Менің қаным ярық için құрбан olsun. Вы не руководствуетесь, ну, скажем так, принципом понравиться слушателю? Это признание отчасти у нас уже есть, и в Крыму у нас достаточно неплохая аудитория. Круче, когда ты пишешь музыку вне времени. Всегда интересно посмотреть на себя другими глазами. Трудолюбивый народ, это праздничный народ. Грань между прошлым, настоящим, будущим, она стирается. История всех из нас, кого однажды не принимали. Когда я впервые услышала вашу музыку, а потом судорожно стала искать в интернете хоть какой-то видеоматериал, чтобы вот сравнить свое внутреннее ощущение с той картинкой, которую вы транслируете, уж простите за это сравнение, но у меня возникло настроение, которое я назвала «Glass Beams» или «Эйгель». Это было что-то на космическом, на магическом. Вы сами как определяете свой проект? Планета Эдди, в каких координатах она находится? Спасибо за сравнение. Чок Сайленс — это очень такие масштабные, действительно запоминающиеся проекты музыкальные, которые и нам близки, они нам действительно импонируют. Если говорить про координаты нашего творчества, то тут скорее будет правильнее обозначить, что это необитаемая ранее территория. Мы на ней сами творцы, но мы же исследователи. То есть мы в данном случае, наши герои песен отправляют слушателя в путешествие, в котором нет точки отсчета и нет конечных координат. То есть грань между прошлым, настоящим, будущим, она стирается. Вот та привычная координата системы исчисления времени, которая нам всем близка, она не существует в рамках данной музыки. И отчасти это такая симуляция
то есть фантазийная какая-то проекция, где каждый слушатель может сам выбирать героя, может формировать смыслы, может принимать сторону, которая ему близка. Мы оставляем право выбора в этой вселенной. В свою очередь, для нас там не существует рамок, не существует каких-то ложных ожиданий, нет формулы успеха, к которой мы хотим прийти. И в целом все делается с таким искренним кайфом и для того, чтобы мы, прежде всего, были слушателями этой же музыки. То есть для нас это супер важная штука. Ваше ощущение, ваше настроение во время исполнения и создания музыки важнее всего. Конечно. Вы не руководствуетесь, ну, скажем так, принципом понравиться слушателю? Нет. Это в первую очередь музыка для себя? В первую очередь музыка, да, для себя, чтобы понять себя, изучить друг друга. Это наш личный диалог, это противопоставление каких-то наших мнений. Возможно, они спорные, и то есть мы не всегда даже с друг другом соглашаемся, это ок. И в силу таких обстоятельств рождаются достаточно иногда контрастные как бы объединения несопоставимых вещей. И нам это приносит истинное удовольствие. То есть сказать, что какая-то песня сделана для того, чтобы кому-то понравиться, я не могу даже перечислить подобных. Есть отсылка к первым композициям, которые действительно были более сырыми в плане того, что там был поиск себя, но вот с 2020 года, с альбома «Присказка», это уже абсолютно точно та вселенная, в рамках которой мы позволяем себе все. Это высадка на необитаемый остров. Это была случайная такая высадка, скажем так, или запланированная поездка, и вы умышленно не ставили себе задачу вот, погрузиться в какой-то уже существующий, ну, скажем так, музыкальный контент. Уж простите за это конъюнктурное слово. Ну, здесь все происходит импульсивно. То есть, когда мы что-то делаем, все происходит из воздуха, как творчество любое. Вот. И здесь мы отчасти пользуемся техникой этнофутуризма. Мы случайно с ней познакомились. Однажды нам написала Эльвира Колчева, преподаватель Казанского университета, исследователь этнофутуризма, что она, оказывается, на своих лекциях с студентам рассказывает наши песни как пример использования данного стиля. И в тот момент мы немножко погрузились в это, то есть благодаря ей, ее подсказке, и стали тоже изучать, что это такое. А у нас это работало все по наитию, то есть мы не задумывались о том, что вообще такой стиль есть, что его изучают и так далее. Вот и я думаю, что как раз грань между прошлым и будущим, его переплетение, это и есть то, в чем мы работаем. Это и есть мир, вселенная Эдди, так сказать. Слушайте, ну давайте откровенно, Эдди Еханум, Александр Бей. Все-таки у каждого музыканта есть внутреннее такое, давайте назову это эго, да, быть услышанным, попасть в какие-то, да, в более широкие круги, скажем так, да, и найти своего слушателя не в единичном каком-то экземпляре, а вот, ну пусть я назову это массовом экземпляре, да, что называется. Насколько вам комфортно вот в этом направлении? В направлении, мы сейчас в основном говорим про нашу крымско-татарскую аудиторию, да, и потому что вы создаете музыку в этнофутуризме, и национальные мотивы, они прослушиваются в том числе. Вот это вот, скажем так, нахождение на другой вселенной, насколько оно триггерит, не триггерит вас? Как вы вообще, вот самоощущение? В случае с эго артиста, музыканта, в первую очередь стоит понимать, что понятие восприятия, понятие популярности того или иного, оно достаточно субъективно. То есть тут необходимо задаться вопросом, что сам автор хочет получить в процессе того, что он реализует свой потенциал. В случае с нами нам чаще всего какие-то, так скажем, регалии, описания жанров дают музыкальные критики. Мы в своей деятельности изначально настаивали на том, что мы не жанровые. То есть нам нравится, когда у нас есть
то самое пространство для полета фантазии, когда мы можем, еще раз повторюсь, выразить себя, выразить понимание друг друга вот в этом пространстве, и оно достаточно неограничено. Те ограничения, которые на данный момент настоящем формируют жанры, они условные. И прежде всего, еще раз повторюсь, вызваны тем, что вот простая вещь, стриминги музыкальные, они формируют их искусственный интеллект, он должен подкидывать как бы музыку по интересам, так скажем. Вот эти вот жанровость, она сама по себе является такой субкультурностью, можно сказать. Она определяет окружение, и в этом окружении люди коммуницируют, им достаточно классно, комфортно. Вот в силу всех этих обстоятельств, конечно, легче, когда у тебя есть четкие границы, и когда ты понимаешь, как можно это предложить, кому это можно предложить. И это упрощает отчасти задачу, но и является не совсем как бы актуальным решением. В случае, почему я это так понимаю? Потому что жанры — это тоже вещь достаточно субъективная и отчасти модная. То есть сегодня какой-то из жанров он может существовать, и в рамках него будет супер много авторов, а завтра он уже будет не актуален. Круче, когда ты пишешь музыку вне времени, и ее смогут воспринимать, то есть говоришь универсальным языком, который будет реально понимать каждому, любому представителю разных этносов, разных религий. Это тот язык, который, еще раз подчеркну, универсальный. В случае с аудиторией среди моего народа ее не так много. Это не большинство, очевидно. По той причине, что наше знакомство, оно еще достаточно было стеснительное, такое вскользь. То есть мы не формировали прямого диалога. Для этих целей нам необходимо, наверное, правильнее будет и справедливо будет выпустить крымско-татарский альбом, пригласить аудиторию, так скажем, на каве, попить, пообщаться, узнать друг друга. И тогда уже формировать мнение наше о восприятии и аудитории, о восприятии нашей музыки. Как-то так. К вопросу про эго хотелось бы немножко добавить. Да, я с вами полностью согласен. Любой артист, как бы там ни было, что бы он ни рассказывал про скромность, он, если выходит на сцену, он стремится к тому, что он получит какие-то овации, какое-то признание и так далее. Ну, это признание отчасти у нас уже есть, и в Крыму у нас достаточно неплохая аудитория. Об этом неплохо показал наш последний концерт в Севастополе. Мы собрали полный зал. Это были люди, которые иногда к нам подходили и говорили: спасибо, что вы приехали к нам в Крым. То есть многие из них пришли на наш концерт, как будто бы не зная нас, и как будто бы кто-то приехал. То есть мы не так часто даем концерты, относимся к ним достаточно так скрупулезно. И поэтому каждый раз это срабатывает в лучшую сторону в нашем плане. Вот. И насчет крымско-татарской аудитории я с идеей согласен полностью. У нас скорее такой затяжной период знакомства пока что. И я думаю, основное знакомство будет именно с альбомом. Вы в Крыму родились? Прожили всю жизнь в Крыму? Да. Да, Идия Ханум, вы тоже в Крыму родились? Да. Потрясающее поколение, рожденное в Крыму. Как вам со стороны вот наш крымско-татарский социум? Да? У меня сейчас уникальная возможность, и мы с вами открыты к диалогу. Всегда интересно посмотреть на себя другими глазами. Вот какими мы выглядим со стороны крымские татары? В музыкальном контексте, в контексте культуры? Ну, ради вашей возможности, наверное, немножко поразглагольствую. Да. Я как бы выступаю за интернационализм в своем мировоззрении. И, наверное, сложно ответить и характеризовать полностью весь народ. Это было бы неправильно, потому что все люди разные, ввиду профессии, ввиду своих видов деятельности. Но как минимум я могу охарактеризовать семью Идие, рассказать про ее родственников. И в моем понимании это трудолюбивый народ. Это праздничный народ. И важное качество такое, которое я для себя заметил, это семейственность. То есть поддержание семейных отношений – это такое очень классное качество, которое, наверное, не свойственно всем народам. То есть, а у крымских татар это ярко выражено, в том числе поэтому, наверное, процветает праздничная культура, на которой родственники могут часто видеться, общаться друг с другом.
Вы уже глубоко познакомились с крымско-татарской музыкой, вот с ее вот корнями, скажем так. Как она вам отзывается как музыканту? Насчет крымско-татарской музыки у меня достаточно много мыслей. То есть здесь мы наблюдаем яркую эстраду, то есть достаточно много исполнителей, работающих в популярных жанрах. То есть есть сцены, на которых они выступают. Существует музыка, так сказать, сохранительного характера, традиционная музыка, которая передается, которая, кстати, сейчас достаточно популярной становится. И я считаю, это очень хорошо, потому что должны быть те люди, которые сохраняют и передают нам всю вот эту древность, да, все вот это, что идет из поколения в поколение, оно зафиксировано в каких-то нотах, и люди, которые знают нотную грамоту, могут хоть как-то нам передать все это для вдохновения. Какая-то толика есть, наверное, хип-хопа, рэп-музыки, совсем немножко. Вот. Но, на мой взгляд, очень мало самодеятельности. Что вы имеете в виду под самодеятельностью? Ну, то есть такой непредвзятой вот этой выплеска эмоций. То есть когда люди не задумываются, в каком жанре они работают, люди не задумываются, на какую аудиторию они работают. Просто вот у них это изнутри идет, эта энергия, и они ее выражают, в том числе и обязательно, в данном случае, раз мы говорим, на крымско-татарском языке. То есть этого абсолютно не хватает. Я бы, например, с удовольствием сходил на какой-нибудь концерт, так, наверное, ярко скажу, какого-нибудь ногайского пэган металла, например, или, не знаю, там, ялыбойский поп-панк пусть будет. То есть что-то такое нестандартное, что будет ярко характеризовать крымско-татарскую аудиторию, то есть это будет иметь к ней отношение, возможно, даже будет иметь какой-то к диалектам, к истории места, в котором это создается, или из которого эти ребята, или что с ними происходит. Но посредством каких-то непривычных нам жанров. То есть, а так в основном все построено, на самом деле, то, что я уже сказал, с хорошей стороны, на праздники. По большей степени, к сожалению. Меним ханым яры хочун хурбан олсун. Строчки зацепили меня, когда вы исполняли эту песню, и реально комок в горле. О чем, как рождалась песня и почему был выбран именно этот текст? Дело в том, что я всегда достаточно философски подхожу к написанию каждого текста песни. Для меня это больше, чем текст. Для меня это личная история. История не только моего пути, а история всех из нас, кого однажды не принимали в обществе. И для меня в этой песне я хотела создать такую историю, которую будет возможно каждому человеку примерить к себе. В любой деятельности бывают такие моменты, когда человеку кажется, что все, я уже больше не могу. Нет сил. Да, что у меня уже больше нет сил идти дальше. И через такую достаточно драматичную строчку я хотела показать, что тот человек, который несет свет изнутри, при любом исходе событий он останется этим светом. То есть эти силы, которые наполняют нас, каждого из нас, они гораздо больше, чем мы думаем, и они гораздо сильнее, чем наши слова. Это не единственные строки, которые меня зацепили. «Хальбим тюрмеде». Про что здесь? В этой песне на самом деле в основу этой композиции легла легенда Джанике ханым. Я очень много разных источников читала за всю свою жизнь, и есть достаточно такие как бы романтичные повествования этой истории, есть достаточно воинственные повествования этой истории. Когда мы писали альбом «Присказка», в рамках этого альбома было 5 песен, и нам вот эта история приснилась, реально приснилась. То есть мы с Сашей, все родилось с того, что мы увидели этого воина-пастуха, который идет спасать свою прекрасную женщину, в которую он влюблен, он самоотверженно следует за ней. Она как его судьбоносная луна, то есть она в перекрестном смысле освещает ему его путь. И «Мое сердце в тюрьме» — это строчка, которая олицетворяет не просто женщину, а вот именно тот свет, ту гармонию, которая притягивает мужское и женское.
То есть это гораздо больше история, она объемнее история. Она началась с легенды, но закончилась тем, что, опять-таки, когда человеческая душа, она ограничена в своем проявлении, у нее возникают те самые истинные порывы, которые способны перевернуть этот мир. Вот «Кальбим Тюрмеде» — это фраза, которой мне хотелось описать вот это неописуемое желание, чувство спасти мир. Не знаю, вот это сердце, которое тут выпрыгнет из таких оков железных, которые, казалось бы, никто не способен расцепить. Но в этом во всем побеждает любовь, и эти оковы она способна разрушить, она способна стать тем рычагом, который как бы вытащит из человека его истинную силу. Опять-таки, все о силе, все о нашей внутренней силе. Эй, достылар, менің адым дие сөзімні бүлдірейім. Эй, достылар, көңіл құшы учар ауада, учар eglenir. Içimdeki alev sönmez ateşler yanar. Oynasam gülsem kalkmen dimoni sayar. Артымдан сөйлеген дұшман yüzümni көрсе уданмасмын. Әклендіреміз өзімізді сегізу беттерден аңламаған бұны бізді көрмеседен кеше дүния шарында алып барған бір міндемін дүркіттірген ләкін бұны кешіріп қойды yapamaz көтерілмек керек ләкін бұны кешіріп қойды yapamaz Başımızға қаралар yazылған оларның да елейім чыққыда yüksекlerden bakma Yükseklerden bakma Salasan eğer Menin kanım yarık için kurban olsun Menin kanım yarık için kurban olsun Это очень такие яркие и сильные символы, да, тюрьма, кровь, рамки, решетки и так далее. Как вами переживаются вот эти мотивы этих легенд? Мотивы этих легенд, как минимум, переживаются мной эмоционально, музыкально. В первую очередь на сцене во время исполнения этих песен. Потому что когда песня исполняется, немножко другое восприятие самой музыки и самих слов. То есть можно прочитать слова, придумать что-то свое, а когда на сцене с помощью эмоций восприятие абсолютно иное. Для меня эти понятия интересны, потому что они всегда происходят на стыке истории, на стыке исторических фактов, то есть в том числе это касаемо той же техники, которой мы пользуемся, этнофутуризм, о чем я уже говорил. И здесь стык прошлого и будущего, он постоянно пересекается с этими понятиями, о которых вы сказали.
Как вообще рождаются ваши песни? Кто пишет? Как тексты рождаются? Особенно крымско-татарские песни, да? Как рождается сам текст и как вы приходите к нему? Язык, в конце концов. Давайте поговорим об этом. Очень важный момент – это форма повествования, потому что у нас принято, есть каноны языка литературного, есть каноны языка разговорного, доступного всем в понимании, и он у каждого пестрит диалектами, и тут могут быть абсолютно, как бы с точки зрения литературной грамматики, построены неправильно некоторые предложения. Я в силу того, что являюсь тоже, опять-таки, исследователем самого языка, я не стесняюсь сказать, что мне необходимо обложиться книгами, чтобы сесть и подобрать самое созвучное мне по выражению эмоций слово. Допустим, если говорить в целом, как вот этот процесс обстоит, это все достаточно стихийная штука, потому что я могу принести идею, но музыка исключительно пишется Сашей. То есть я не могу объяснить этот механизм, как может человек, который не имеет крымско-татарского генкода, считывать настолько тонко вот эти вот все сигналы. Акценты. Да, расставлять, каждый звук стоит именно там, где он должен стоять. Я не могу это объяснить эмоционально, я до сих пор этому моменту поражаюсь. Более того, некоторые вещи у нас рождаются в джеме. То есть это как вот мы сели, допустим, вместе, да, и в нашем содействии рождается какой-то новый абсолютно мотив. Это, здесь нет никакой формулы, по которой можно было бы сказать, вот сегодня мы идем в студию, это не роботизированный процесс, поэтому у нас так долго собирается альбом, поэтому у нас все настолько как бы по крупицам вытаскивается из нас самих, мы должны эту песню пережить. В крымско-татарском альбоме будут песни разные по настроению. Это будут некоторые песни будут говорить о состоянии легкости, о состоянии кайфа, о состоянии того, как мы можем... Даже вот некоторые песни танцевально будут пластичные, они будут показывать нашу вот эту широту души, в которой мы рождены в этой широте. У нас она немного иная, чем это может казаться. И вот хочется показать разные плоскости восприятия одного и того же. То есть этногенез, крымские татары. Какие они? Они разные, и песни будут разные. Линие Измайлова и ее импровизации, да? Айсель Балич и ее джазовые обработки народных песен, панк-рок в исполнении Шатур Гудур. Это все проекты, давайте будем честны, да? Которые не пользовались массовым успехом, которые... просуществовали, скажем так, в определенные ниши, и Шатур Гудур сегодня как бы не работает ни в Крыму, его творчество, скажем так, ограничено в Крыму, скажем так, да. Айсель Балич после определенной критики, которую я наблюдала еще в первые годы ее выхода на сцену, в основном работает просто в джазе, да, что называется. Линье Измайлова мы сегодня не слышим на сцене. И вот это все истории, которые, вот то, о чем говорил Александр Бей, не хватает импровизации, да, не хватает смелости. Находясь внутри этой культуры, находясь внутри наших правил и понимая наши правила, как вы думаете, почему не складывается у нас с импровизацией? Почему мы держим себя вот в таких рамках? Есть у меня некоторое ощущение, опять-таки, повторюсь, это мое субъективное мнение. Оно не ориентировано ни к одному из этих авторов, конечно же, но если говорить в целом о том, почему данное разнообразие не выживает, почему оно не продвигается далее в массы, почему оно не является актуальным и не находит последователей. Я думаю, проблематика вопроса в том, что оно, прежде всего данное творчество, оно ориентировано на конкретную среду. То есть у нее есть адресат, главный адресат – это представители нашего народа. И к этому адресату происходит обращение, главное обращение. Да? Но в силу того, что, опять-таки, возвращаясь к эгоизму артиста, достаточно важная вещь, когда возникает вот этот постоянный такой положительный стимул или импульс, я его называю. То есть когда аудитория подпитывает артиста. В случае с достаточно такой рискованной позиции чего-то нового, при внесении ее в массы, да, данный импульс может вовсе не произойти.
И стоит принять, что не все способны выдержать определенного рода вот такие вот игнорирования даже с какой-то степени, в какой-то степени... Неконструктивная критика, Да, мягко неконструктивную критику, потому что вот лично я, что я замечаю, да, в тенденциях сегодняшних среды. Например, рокеры — это что-то антиморальное. Далее, открытая одежда — это не про скромность. И там активно двигающийся на сцене артист — это что-то на развратном. Это ведь какие-то, согласитесь, предрассудки отчасти, да, которые... Понятное дело, у нас есть традиционная культура, в рамках которой это априори может не существовать. Но если мы говорим про какие-то более современные плоскости, то мы можем позволить себе такую форму общения. Мы можем позволить себе деликатно, достаточно взаимно выражать свои мысли, приходить к диалогу. И это не должно быть каким-то таким ярко негативным возгласом в сторону друг друга. Ну, давайте честно, Идея Ханум, у нас в основном ярко негативные возгласы в сторону друг друга. Конечно, я это понимаю по той причине, что несмотря на то, что у меня семья профессиональные музыканты, у меня с детства родители были, ну, как бы настаивали на позиции того, что нет, ты не будешь музыкантом. Как вы справлялись с этой историей? Я просто приняла мысль, и вот 7 лет, достаточно такой уже повзрослевшая у меня была мысль о том, что я просто приду к этому, если я буду настолько сильно хотеть. И в этот самый момент у меня вот появился тот жесткий стержень внутри меня, человека, который действительно уверенно шел к цели. И я на своем опыте могу сказать, что если ты вырос в таких вот стрессовых условиях, можно так сказать. То есть стрессовых с точки зрения того, что тебе что-то запрещали, тебя в чем-то ограничивали. Ты еще больше можешь реализовать свой потенциал, чем те, кому это позволяли. И вот в силу всех обстоятельств, возвращаясь к нашему вопросу, я думаю, все-таки факторов здесь может быть очень много, почему это не выходит в массы. Но главный фактор, что творчество, оно не должно себя в первую очередь ограничивать ни в среде, ни в адресатах, ни в повествовании. И никогда критика не должна определять твой вектор движения. То есть в данном случае, особенно неконструктивная критика. Тем более. Невозможно быть яркой, вкусной конфеткой, которая всем понравится. Ну, абсолютно правильно, абсолютно точно. Раз уж мы вспомнили Линию Ханум Измайлову, она недавно была в гостях у наших коллег из проекта «Хатых», и меня там зацепила одна мысль, которую она высказала в этом проекте. Говорили про нашу эстраду сегодняшнюю, да, и поскольку она довольно долго там жила за пределами Крыма, спросили ее взгляд, так сказать, извне. И она сказала, что есть ощущение, что наши артисты боятся, что есть определенный страх сделать что-то новое. И это слово «страх» повторялось несколько раз буквально во всем этом, во всей этой передаче, в ее интервью. Меня это немножко зацепило, ну в каком смысле зацепило, как за мысль, да, и я стала размышлять дальше. Крымские татары — это очень долгая история национальной борьбы, крымские татары — это долгая история диссидентства, крымские татары — это долгая история сопротивления. И вот народ протеста, народ борьбы, а у него нет музыки протеста. У этого народа нет музыки борьбы. То есть всегда, ну, скажем так, такое социальное настроение отражал рок, как правило, андеграундная музыка. У нас почему-то это направление не прижилось. Как по-вашему, почему это могло случиться? Александр, с вашей стороны, как это смотрится, зная и понимая нашу историю? Ну, протесту рознь. Во-первых, может быть культурный протест. Иногда длинные волосы отрастить — это уже протест внутри своего какого-то замкнутого общества. То есть это уже борьба какая-то и постоянное оправдание и так далее. Смотря где ты находишься, конечно. Вот. И в данном случае
не всегда, например, тот же рок или андеграунд — это музыка протеста. Очень часто все наоборот. И, как показывает практика, не всегда нужен этот протест. То есть все зависит от обстоятельств, все зависит от места и времени, в котором ты находишься. И, возможно, просто сейчас не время. Я думаю, вот Идия об этом может рассказать. Я как бы раз. хотела вопрос разбить на две части. Сначала ответить по поводу того, что такое страх, как я его понимаю и какая природа у данного страха. Пользуясь биологическим образованием, хотелось бы немножко углубиться в этот термин. Страх мы расцениваем как опасность, то есть какое-то априори негативное состояние, определяющее наше выживание. И вот если говорить о страхе как о вот таком биологическом явлении, он прежде всего основывается на наших глубинных инстинктах. Это инстинкт самосохранения, это инстинкт социальной реализации, иерархии. И в случае с страхом внутри данной культуры, музыки в том числе, я согласна, он присутствует. Но в чем он выражен? Он выражен скорее в таких вот, как бы, наверное, навязчивых самому себе мыслях о том, что меня не примут. То есть отчасти человек сам проецирует на себя состояние вот этой опасности, примеряя образ того, что как я буду далее в данном коллективе, например, там работать, или как я буду в этой среде зарабатывать деньги, как ко мне будет относиться мое окружение, если я проявлю такую свою экспериментальную натуру. То есть вот это понимание потенциальной опасности человека ограничивает априори, он не двигается, он даже не совершает действий в данную сторону. То есть он не просто не дает себе шанса, он не дает шанса обществу прежде всего. Потому что в данном случае, мне кажется, страх — это достаточно такая объемная величина, в которой не только один автор присутствует, а присутствуют все, кто задействован в этой культуре. И это отчасти как бы и сложно, и просто. Нам, конечно, просто говорить об этом. Просто мы вот сейчас, допустим, сидим, мы тоже испытываем страх. И испытываем страх прежде всего, потому что мысли посещают нас, и нам хочется их выразить. Ты думаешь, как это сделать правильно. Страх быть непринятыми. Потому что наша аудитория в основном крымско-татарская. Здесь скорее не страх быть непринятыми, а страх изменить самому себе. В формулировках. То есть вот, в том, и опять-таки речь идет не про то, чтобы там, допустим, всем понравиться или вызвать у кого-то, допустим, какую-то негативную реакцию. Нет. Хочется быть верным себе в мыслях, в творчестве, во всем, и в том числе в участии в данном проекте, и беседе с вами, конечно, хочется сохранять вот эту честную, настоящую позицию, поэтому я все-таки, возвращаясь, да, к второй части вопроса. Про страх, я думаю, хотя бы примерно мне удалось сформулировать. Ильнора Ханым, вы согласны со мной? Я абсолютно с вами согласна, особенно в тезисе «страх изменить себе». Да. Для меня это тоже очень важно, потому что когда есть принципы и какая-то визия, это значит, что есть какая-то определенная целостность, и ты понимаешь, куда ты идешь. А вот изменить себе — это страшнее всего. Конечно. Да. Но я понимаю и тех, кто боится экспериментировать, потому что быть изгоем, я уж так, давайте, уж простите меня за этот термин, да, быть вне общества, лишиться этого круга безопасности, да, который дает нам наш народ, а именно так в нашей истории и бывало, да, что наш народ — это вот тот самый буёк, за который мы держимся, да, и вот я понимаю тех музыкантов, которые не рискуют выйти за рамки тех правил, которые у нас есть, но не понимаю, скажем так, нежелание все-таки экспериментировать. Поэтому, собственно, мое приглашение вам, оно было этим и продиктовано. Да? Я хочу, чтобы мы не боялись экспериментировать. Я хочу, чтобы мы не боялись быть другими. Возвращаясь к вопросу. Протесту. Да, как раз вот противопоставление мнений, оно необходимо
необходимо, но в случае, если это противопоставление ориентировано на дальнейший диалог. В данном случае, опять-таки, пользуясь биологическим термином, я хочу сказать, что у нас присутствует такое понятие, как эволюция. Эволюция — это приобретение новых качеств, это шаг в развитии, это наше биологическое разнообразие. Если говорить о внутрикультурных вот этих потоках, то чем больше нас будет таких разных, тем больше шансов у нас сохраниться вне времени. Есть ощущение, что нам не хватает вот этого, что ли, сформированного посыла в мыслях у каждого из нас, что мы должны быть менее требовательны друг к другу. Та позиция, мы скорее сами друг друга загоняем этой категоричностью в угол, когда в рамках этих ограничений, казалось бы, да, мы думаем, что наша миссия — сохранение, но в рамках этих ограничений у нас сохранение сводится, как по моему личному субъективному мнению, к минимуму. Должно быть разнообразие, это разнообразие должно быть ориентировано, мы должны сохраниться в мировой истории. Не только в рамках каких-то конкретных географий, да, или региональной истории. Не только региональной истории. Мы должны сделать эту нашу крымско-татарскость трендом, который будет в мире, в мировой истории, как один из принятых вот этих вот опорных точек, где есть место любому. И уже здесь вопрос, опять-таки, он ориентирован не только на каких-то культурных инфлюенсеров, так скажем, он ко всем нам относится. Мы за что? Мы за разность и единение в ней, или мы про осуждение, мы про критические рамки и про загнание, как бы припирание друг друга в угол? Про что мы? У меня сейчас ощущение, что мы про унификацию. Как только ты приобретаешь какую-то субъектность внутри своего социума, тебя сразу называют выскочкой, то есть и тебя так пытаются так сравнять. То есть не нарушай плоскости. Вот так, у меня пока такое ощущение. Безусловно, это неоднородная масса. Безусловно, у нас есть, ну, скажем так, много интересных и классных проектов, да, которые говорят и транслируют совершенно другую крымско-татарскость. Вот, кстати, не так давно прошедший Урбафэшн как раз про это, да, и это про разрыв во всех смыслах этого слова, да, про то, какими мы себя ощущаем на самом деле. Мы настолько потрясающие, что мы просто мы запрещаем себе видеть свой потенциал. Абсолютно согласна. Да. В этногенез крымские татары, он настолько пестрый, настолько яркий, ни на кого не похожий в мире, что он сам по себе обязывает нас показывать вот этот культурный код, генетический код, нести его в массы, нести его, сделать его как бы, не могу сказать миссией каждого, это, наверное, слишком громко будет звучать, но во всяком случае не отказывать себе реализовывать этот потенциал. У нас есть наш друг, барабанщик Сергей, он нам помогает. Третье независимое лицо. Да, то есть он нам помогает, он прописывает партии перкуссии. Он вот, кстати, тоже в этом процессе у него, по сути, происходит такое прикосновение к тому, погружение к тому, что он чем он ранее не имел дело, как бы, не выстраивал таких тесных взаимоотношений. В общем, мы для него являемся в какой-то степени тоже вызовом, и он помогает нам, приняв этот вызов, и помогает реализовать эту идею. Ну, изначально это все рефлекторная история. То есть мы с Эдье уже давно вместе, и
это наполнение происходит постоянно. То есть мы общаемся друг с другом, мы находим какие-то темы, что-то вместе исследуем, читаем, удивляемся чему-то вместе. И в том числе это и история, и это и культура, и музыка, и так далее. И здесь уже начинается, наверное, вот это, опять-таки, рефлекторность, или как это правильно назвать. Чувство и звук пересекаются? Чувство и музыка пересекаются в вашем случае? Однозначно. Потому что это и есть чувство. То есть невозможно, в моем понимании, опять-таки скажу, есть, конечно, музыканты-академисты, кто садятся, четко работают с гаммами, то есть или исполняют, считывают что-то и повторяют. А здесь ты как бы из воздуха вбираешь в себя, и уже что-то получается у тебя это сыграть. То есть учитывая, что я музыкант-самоучка, как и на инструментах, так и в электронном плане, то здесь, конечно, это все, так сказать... Интуитивно да, и по-честному. интуитивная история. Да, всё правильно Органы сказано. чувств считывают больше, потому что мы вот, допустим, можем сесть и по сочетанию тех или иных звуков понять, нравится оно нам или нет. Это, ну, какой-то бесконтрольный потоковый процесс, который он либо есть, либо его нет. Нет дня в календаре, когда мы можем сказать, сегодня мы пишем эту песню. Такого не существует. Это определенные обстоятельства, которые нас мотивируют. Последнее обстоятельство, которое вас мотивировало, что это были за обстоятельства, когда вы писали про Хальбин Тюрмеде и так далее? Ну, Селям, Кальбин алейкум песня, селям. Кальбин песня написана еще в 2020 году, то есть здесь уже... Ой, сколько там лет были прошло? яркие обстоятельства. Случился переезд из одной части Крыма, из степной части в горную, Бахчисарайский район, и мы ощутили вот эту силу каменного города. То есть вот эту ее одновременно мистификацию и одновременно сложную историю, в которой также совершались не одни переселения из одной части в другую, где менялись культурные центры, где строились разные взаимоотношения среди людей, в том числе, где собирались первые общины, которые формировали дальнейшую историю нас как народа. И вот это нас смотивировало на написание первой крымско-татарской песни. Ну, «Среда». Среда. О том, Да. что вы делаете это интуитивно и по-честному, зритель, к сожалению, не увидит, как вела себя съемочная группа за кадром, когда вы сейчас играли на сцене. Ну, тут все стояли, и вот они были в музыке, и это было правда. То есть люди реагировали, и это было правда по-честному. Про альбомы. У вас есть альбомы о любви и ее проявлениях, «Между двух морей», присказка «Самочувствие». Да. Это название сами по себе уже интригующие, потому что в них уже заложена какая-то история, да, и заложена какая-то легенда, и ваше пережитое вами какое-то состояние. В контексте крымско-татарского мифа, в контексте крымско-татарской истории, какие легенды вы... Вот, у вас была песня, связанная с легендой про Джиннике Ханум. Что еще включается? Какая присказка работает в случае с крымско-татарскими песнями? Вообще роль истории, скажем так, да? Истории не в смысле событий, да, а в смысле какого-то содержательного наполнения. Ну, в плане содержательного наполнения практически каждая песня наполняется. Мы постоянно вдохновляемся мифами и крымских татар, и в том числе и народов Причерноморья и Приазовья, потому что это отчасти все может быть связано и тоже находится здесь в воздухе. То есть и все это потом в итоге выплескивается в определенные истории. То есть там и песня «Путеводная звезда» и так далее. То есть они достаточно хорошо говорят о всех этих событиях. Но, допустим, первые два альбома — это больше о личном. То есть мы здесь находились в поиске, в том числе своего звучания, нашего, так сказать, симбиоза. Вот. И основная история началась с альбома «Присказка», где мы, так сказать... Нашли себя? Да, нашли себя. Немножко, возможно, кого-то подставили в плане. Там есть люди, которые любят наши старые песни. Мы практически не исполняем уже после альбома «Присказка». Есть несколько композиций, которые иногда звучат на сцене, но большинство из них, к сожалению, многих, остались в истории интернета.
Вот. Ну и основная история, да, идет с альбома «Присказка», с самочувствиями. И вот, я думаю, продолжение ее произойдет в следующем альбоме крымско-татарском, к сожалению, название которого я пока говорить не могу. Ну, мы дождемся, я надеюсь, и услышим это живьем. Я надеюсь, вы пригласите нас на концерт, потому что мы тут уже всей съемочной группой решили, что обязательно сходим к вам на концерт, да. Это приятно. Приятные впечатления. Да, вы нас сегодня приятно поразили, поэтому это такая ответная реакция. Я думаю, нам Поэтому... всем нужен этот импульс был. Да, нам нужен этот импульс, и нам нужно вот это вот раздвижение этих рамок, наверное, потому что и разрушение этих рамок. То есть правила правилами, но рамки — это все-таки рамки, это все-таки та тюрьма, из которой нам хочется выйти, и мы интуитивно из нее выходим. Вот. Каждый по-своему, кто-то через музыку, кто-то через тексты. У нас с вами случился еще один разговор, пока мы меняли локации, да, про крымско-татарские тексты и диалекты. Да, и у нас мы, в общем-то, сошлись во мнении о том, что литературный язык, да, и диалекты — это две большие разницы. Да, и поделитесь этим мнением по поводу диалектов, эмоциональной составляющей и так далее. Я придерживаюсь мысли о том, что песни, написанные на литературном языке, не побоюсь этого слова, очень сильно вылизанная форма, она не настолько естественно передает эмоцию, которую автор в нее закладывает. То есть она как бы становится таким себе роботизированным переводом отчасти его ощущений в вот такой правильный текст. Некоторого рода эмоции, которые тянутся от наших предков. Вот, допустим, в одной из песен в будущем альбоме у меня мой Харбаба говорил в яростных каких-то таких вот горячих спорах, он обращался к родным Кетанда. То есть, уйди туда. И суть была в том, что когда я взялась за текст с такой фразой, мне сказали, что ее неправильно так произносить. Она должна быть «андакет». И даже вот этот переворот, казалось бы, да, он такой... Ну, а в чем, собственно, ну, что поменяется, если я, допустим, возьму и поменяю? А поменяется многое. Поменяется мое личное ощущение, поменяется интонация, поменяется смысл, который закладывается в эту фразу. Я считаю, что авторам необходимо не бояться писать на том языке, который им близок, не бояться ошибаться. В конце концов, у нас наше самое главное... Вот это внутреннее ощущение, оно ведь всегда чувствуется, оно считывается слушателем. И подлинность или это какая-то, это примерный, ну, образ, который на себя автор примерил. То есть можно бесконечно украшать себя литературными формами, но если в этом нет внутреннего содержания, литературная форма нас не спасет. С вами, конечно, поспорят наши филологи, которые сейчас борются за чистоту текстов, скажем так, да, и они очень активно, скажем так, критикуют наших авторов, те, кто пишет музыкальные произведения, скажем так, да, борются за вот правильность, да, борются за то, чтобы вот эта вот самая структура выстраивалась. Но здесь я с вами абсолютно солидарна, потому что это настроение. Это вот то, что реально мы видим вокруг себя. И... Плюс это считывается. Если это об этом, если на этом диалекте говорит определенная группа людей, то она, конечно, ты станешь к ним ближе в каком-то смысле. А литературный текст, он, конечно, должен быть у нас. Он должен быть у поэтов, возможно, да, он должен быть на более высоко каких-то, ну, допустим, конференциях, где мы можем презентовать какие-то там книги, томы серьезных произведений. Но когда мы говорим про музыку, музыка — это часть жизни. А жизнь у нас не настолько литературная. Про протест продолжим в контексте музыкальной культуры, да, почему вот так малы наши попытки реализоваться вот в этих направлениях, да, которые, ну,
согласитесь, все-таки традиционно считаются вот какими-то протестными. Да? Не хватает волюнтаризма немножечко. Добавить щепотку, это все волюнтаризма, и все немножко начнет в этом хаосе расцветать. Но раз уж у нас такой откровенный разговор, я хотел бы вам тоже задать вопрос, который меня интересует, и я думаю, вы отчасти сможете на него ответить. Вот крымско-татарское культурное наследие, оно начинается только с того момента, когда появляется термин «крымские татары», точнее, всплывает в каких-то летописях и документах. Или это и крымско-татарское наследие, это наследие предков, которые были предками крымских татар? У меня большой опыт там, научных конференций и так далее. И бывают такие, знаете, после конференции или до конференции смолл-толки такие с учеными. И меня всегда задают вопрос, кто такие крымские татары, да? Что интересного, ну, там, помимо тем конференций, да, бывают вот такие вот человеческие простые разговоры. И я всегда отвечаю, что крымские татары — это наследники очень большого пласта культуры и очень больших, ну, скажем так, традиций, разных традиций, да, то есть мы легко понимаем христиан, потому что сами когда-то были христианами. Мы легко понимаем весь этот мир, да, христианский мир, потому что мы те мусульмане, которые встроены вот, и окружены этой культурой. Мы легко понимаем север-запад. Почему? Потому что торговые пути и прочие пути проходили через нас. У меня даже есть отработанная фраза. Мы переводчики Запада для Востока и Востока для Запада. То есть наше мусульманство дает нам это право и возможность переводить, да, наша среда формирования позволяет нам понимать и переводить Восток для Запада. То есть для меня крымская татарскость, она вот такая. Я не сторонник отрезать от себя куски и говорить, что мы вот в таком виде, какими мы сегодня себя представляем. Нет. За нашими плечами богатая культура и культура, которая рождена была здесь, на этой земле. Поэтому вот моя позиция такая. Это очень классно. То есть можно обращаться к поликультурности. Абсолютно точно. Это наше богатство и наше главное оружие, как я считаю, да. Почему мы должны от этого отказываться? Абсолютно не должны. И поэтому Миркес плюс, Миркес отгребает, что называется, по полной за какую-то свою, не хочу говорить революционность, но за какие-то свои достаточно резкие, возможно, формулировки, которые звучат у нас в проекте, но я свою, не хочу говорить миссию, но задачу вижу именно в этом. Подсвечивать то, что не очевидно, подсвечивать то, на что не обращают очень часто внимания. И поэтому и наш разговор сегодня, и многие другие разговоры вот как раз продиктованы такой моей задачей. Продолжим наш разговор. Я, знаете, о чем хотела спросить? Вы все-таки не просто творческий дуэт. Да, вы еще и семейный дуэт. Как так сложилось, что вы сначала нашли себя друг друга в творчестве, или творчество родилось уже, когда вы нашли друг друга? Наверное, творчество родилось уже после того, как мы нашли друг друга. И это был сложный, наверное, процесс. Эдия больше занималась все-таки, будем называть это, эстрадной музыкой. Я был в роковом направлении, так называемом, будем так его всего обобщать. И вместе это все переплелось в один момент. Мы подумали, а почему мы отдельно этим занимаемся, если мы можем заниматься музыкой вместе. И вот эта внежанровость, наверное, оттуда и появляется постепенно, потому что мы объединяем разные вкусы, разные взгляды, разный опыт, и который в итоге выплескивается в музыку. Я позволю себе перейти на территорию личного. Вы скажете «стоп», если я перейду за определенные границы. Дехну, мы с вами крымско-татарские девочки, мы воспитаны в определенной традиции. В нас заложено правило, что наша жизнь, личная жизнь, это вот должна происходить в том направлении, в котором было задано нашими родителями, нашей традицией и так далее. Как отнеслись к вашему выбору? Как вы переживали эту историю? Если, ну, может быть, все окей было, я не знаю, да? Вот, что это за опыт? Да все окей. Я не перестала быть крымской татаркой. Я не растворилась, как это вот миф главный, да, что мы рискуем потерять себя. Здесь ведь есть более высокие духовные вещи, такие как любовь, уважение, понимание. Если изначально ценности двух людей сходятся на этом, и если изначально эти люди, они не изменяют себе,
вступая в этот выбор, они изначально узнают себя такими, какие они есть, то риска потерять себя не будет. В случае со мной я могу сказать, что я даже круче почувствовала свою идентичность, особенность в данном союзе. Мои родные, мама меня сразу поддержала. Для нее было важно общечеловеческие качества, чтобы к ее ребенку относились с лучшими чувствами. Мой бабашка, он умер, когда мне было 13 лет, и он, возможно, мог бы сказать свою строгую точку зрения, но только чтобы намерение жениха проверить, он у меня такой был. И вот это вот ощущение, да, интернационализма, оно у меня с детства. То есть я никогда не делила людей. И, возможно, это как-то повлияло, что у меня выбор был таким, и я не думала о последствиях. Ощущаю я себя достаточно комфортно, и еще раз повторюсь, что даже больше у меня появилось возможностей выразить себя, будучи в таком смешанном союзе. Хочется делиться, хочется рассказывать. Мы с Сашей вместе сейчас реанимируем свое желание изучать родной язык, крымско-татарский язык. Вот пришли мы к этому абсолютно естественно. Я базово владею, но я стесняюсь, потому что это не литературная форма общения, это те фразы, которые мы каждый слышим дома от своих родителей, от Харбаба Хартына, и как бы в случае с желанием, оно органически возникло в нашем союзе. Мы решили, что очень важно, чтобы будущие дети, они могли понимать родные языки родителей. Очень важно, это все-таки вот этот вот язык наш, крымско-татарский язык, это отдельный мир. У нас возникает термины, которыми, казалось бы, мы видим одинаковые вещи, но мы видим их по-разному. То есть этот мир, его стоит нести далее. И в случае с нашим союзом мы достаточно уважительно друг к другу относимся во всех смыслах, во всех ориентирах и во всех плоскостях деятельности, в том числе творческой, семейной. То есть нам, наверное, повезло, я не знаю. Возможно, есть еще такие примеры. Да, такие примеры есть, но согласитесь, как бы вот есть определенное моральное давление. И я даже уверена, что сейчас в комментариях тоже что-то кто-то скажет. Конечно, по этому прилетит. поводу. Любовь зла. Да. Любовь зла. Конечно, прилетит. но- Полюбишь и хорошего, умного, грамотного человека. Это точно. Вот такие вот острые точки зрения, они ко мне прилетали чаще всего даже не от моих родственников, не от моих друзей, а от незнакомых мне людей. И в очень странных обстоятельствах, причем там сидя где-нибудь в очереди к врачу, там, прочитав, допустим, информацию обо мне, мне могли задать прямой, вот прям такой вот агрессивный вопрос: почему, как вы посмели? Традиционная форма повествования и консерваторский подход, они больше всего нас ограничивают. К сожалению, да. Да. Но мы не будем на этой ноте заканчивать наш разговор. Мы всей командой точно ждем ваш крымско-татарский альбом. Ждем его с нетерпением, ждем ваших концертов. Чохсагул за этот разговор и за вашу потрясающую музыку. Это был просто классные съемки. И спасибо вам за это настроение. Чохсагул. Мы очень благодарны вам и всей команде за возможность показать нашу другую сторону.